несколько поколений казанцев вот журналу 20. За эти годы журнал не пропустил ни одной важной для города исторической и современной темы. В прошлом времени выпусков мы не заметили, что уже 20 лет за спиной и вышли в свет 240 номеров журнала «Казань». Из них первые 23 были на русском и татарском языках. А кроме этого, в издательстве «Казань» появились десятки книг, каталогов, афиш казанских музеев и выставок. Журнал подарил читателю новые произведения Шамиля Усманова, Амирхана Еники, Гарифа Ахунова, Евгения Чирикова, Велимира Плетникова, Николая Забородского, Равиля Файзулина, Аделя Рустема Кутуев, Василия Аксенова, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадуллиной, Диаса Валеева, Равиля Бухараева, Николая Фешина, Константина Васильева, Вакил Манче, Хариса Якубова, Геннадия Архиреева. За 20 лет 230 книжек журнала, 34 страниц безупречных текстов вошли в дома наших читателей по всей планете. Вместе с журналом в дома наших читателей пришли 6000 публикаций. 5000 статей, очерков, эссе, рассказов, повестей, мемуаров, 500 стихотворных циклов. 1800 художников разных эпох со своими произведениями и 650 детских работ. 350 знаменитых фотографов всей планеты. 29 тысяч авторских фотографий. Все это удивительное по чистоте и звонкости голоса песен лучшему, самому родному и теплому на земле городу нашей неповторимой Казани. Это лучшая, доступная каждому многотомная иллюстрированная энциклопедия Казани. Она богата и чиста, нам не стыдно ни за одно слово в журнале перед сотнями тысяч читавших его. А сколько сотен тысяч людей прочтет этот журнал после нас? Ведь журнал находится на вечном хранении в архивах и библиотеках Татарстана. Журнал «Казань» – многократный обладатель знака «Золотой фонд прессы», победитель Всероссийского конкурса «Обложка года», лауреат республиканского конкурса журналистов «Хрустальное перо». С днем рождения, любимый журнал! Туған күнің белән безнең яратган журналыбыз. Будь с нами, наш город уже не может без тебя. Добрый вечер! Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Друзья, мы созвали на этот праздник дорогих гостей, и всем вам мы несказанно сегодня рады. И мы еще раз говорим с юбилеем, дорогие создатели, авторы, герои и друзья журнала. Сегодня с вами актер, телеведущий, давний друг нашего журнала Абдулла Исап И член коллегии, постоянный автор журнала «Казань» Марина Подольская. Украшает наш сегодняшний вечер филармонический джаз-оркестр Республики Татарстана. За пультом самые известные и титулованные из действующих сегодня джазовых дирижеров Казани и Татарстана, заслуженный деятель искусств Татарстана Анатолий Василевский. Кстати, сегодня перед вами будут выступать только герои публикации журнала «Казань». Друзья мои, мы пролистаем с вами некоторые страницы нашего журнала за 20 лет, и некоторые из них даже оживут. И вот этот оркестр, оживший в чудесной истории нашего города, в этот исторический колонный зал Казанского дворянского собрания мы пригласили его не случайно. Эти стены
помнят великие российские голоса Нежданову, Собинова. 1915 год. В этом зале свой последний в Казани концерт давал Федор Шаляпин. Народу была такая толпа, и он, проходя здание дворянского собрания, велел пустить всех. А кто не поместился на полу в зале, тех он посадил на сцену. Через полвека после Шаляпина в 1957 году приглашенный в Москву оркестр Олега Лунстрома в этом зале прощался с казанцами. Огромная толпа, не доставших билеты, упорно стояла на площади. После концерта в колонном зале оркестр перешел в танцевальное. Там распахнули окна, и всю ночь до рассвета над площадью звучал лучший в стране джаз «Все танцевали». В этом же зале и еще через полвека сегодня нашим дорогим гостям и друзьям мы дарим настоящий казанский ностальжи-джаз. Ведь этот оркестр был создан первым соратником Олега Лунстрома по Шанхаю Виктором Эдуардовичем Делингом. А руководит сегодня нашим концертом ученик Олега Лунстрома Анатолий Василевский. Татарская самбо, музыка Александра Ключерева, джазовая обработка Олега Лунстрома. Дорогие друзья, те, кто создавал журнал, те, кто 20 лет, не имея копейки гонорара, заполнял его уникальным, кристально чистым, изысканным материалом. Это наши авторы. Сегодня тут мы лишний раз говорим им спасибо, потому что только семья казанской интеллигенции могла делать и делает это уже 20 лет.
И немало в зале героев публикаций нашего журнала. И тех, кто помогал найти нужные нам материалы в библиотеках, в музеях, в архивах. Двери их всегда открыты для журнала «Казань». И, конечно, дружная семья наших читателей. И они нам не изменили за столько лет. Отметить наш юбилей вместе с нами пришли сегодня заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан Рима Атласовна-Ратникова, Министр культуры Анатолий Гатуллин, заместитель руководителя Республиканского агентства печати и массовой коммуникации Татмедиа Ильдар Камилович Сагададзе, генеральный директор УВО Татмедиа Фарид Ильдусович Агиахметов. Ваши аплодисменты, уважаемые друзья, гости. заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Наталья Владимировна Гречанинова, Глава администрации Кировской и Московского районов Казани Дамир Юлдусович Фатахов, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Казанской городской думе, член президиума Казанской городской думы Надыр Баграмович Хайруллин, советники президента Татарстана Олеся Александровна Балтусова и Лилия Ринатовна Фазлеева. Наш журнал родился в первые дни перестройки. Вспомните, какие сложные и неопределенные это были годы, когда Татарстан в непростом диалоге отстаивал свое право на суверенитет. Поддержал редакцию председатель Верховного Совета Татарстана Фарид Хайрулович Мухаммедшин. А путевку в жизнь журналу дал первый президент Татарстана Ментимир Шарифович Шаймиев. Создать новый журнал для широкого круга читателей очень непросто. 20 лет назад Верховный Совет Татарстана первым поддержал журнал «Казань», по сути, дал ему реальную жизнь. Мы приглашаем к микрофону нашего давнего друга, заместителя председателя Государственного совета Республики Татарстан, председателя Совета журналистов Татарстана Риму Атласовну-Ратникову. Хайырлы кеш, кадірлі достар, добрый вечер. Уважаемая редакция, уважаемый Юрий Анатольевич, который так сидит во втором ряду, другой бы редактор уже здесь красовался в центре событий. Дорогие авторы, уважаемые читатели, дорогие друзья, у меня сегодня официальная миссия в начале. Я приветствую всех и поздравляю наш действительно любимый журнал «Казань» с 20-летием от имени руководства нашей республики. И у меня есть официальное награждение. Но позвольте сначала от души сказать свои слова, которые действительно сегодня идут от сердца. Во-первых, хочу сказать, что журнал «Казань» – это явление нашей татарстанской журналистики. Вот что бы ни говорили, как бы ни оценивали, это действительно очень интересное, красивое, очень профессиональное явление. Со всех сторон профессиональное. С точки зрения нахождения тем интересных, глубоких, с точки зрения фактуры, достоверной, с точки зрения научности подачи материала, публицистичности, гражданской публицистики, которая, безусловно, в этом журнале есть. Со всех сторон прекрасный журнал. Следующее. Журнал, который выпускается в микроскопической редакции. Это на самом деле ноу-хау в нашей жизни, надо сказать. Когда нет большого штата редакции, а большой штат не всегда гарантирует качество выпускаемой продукции, к сожалению. А здесь маленькая редакция, огромный авторский актив людей, действительно увлеченных, влюбленных в это дело, да, вот объединенных этой задачей, целью этой, делать хороший журнал для нашей республики. И еще одно. Конечно, по поводу юбилея, наверное, мы неправы вспоминаем, мы говорим добрые и хорошие слова. А ведь фактически значительную часть из этих 20 лет журнал провел в борьбе за выживание. Вот, несмотря на то, что это прекрасная, качественная журналистика, несмотря на то, что мы можем ей гордиться, ее не стыдно показать ни в Российской Федерации, ни на зарубежном где-то уровне, да, потому что это действительно профессиональное, сделанное, качественное издание.
Но тем не менее, вот так сложилось, вот так было. И Юрий Анатольевич, мы неоднократно обсуждали ситуации, когда было, будет дальше журнал выходить, не будет, следующий номер выйдет, не выйдет, будут там насчет заработной платы, не будет. Мы про гонорар уж не говорим, об этом наши замечательные ведущие уже сказали. Вопреки всему, назло всем трудностям, всем вызовам, журнал прожил 20 лет, и я думаю, что он будет жить дальше. И также будет радовать и нашу столицу, и жителей Казани, и всю нашу республику своим прекрасным содержанием, творениями, творчеством своих замечательных авторов. И я от души еще раз поздравляю журнал «Казань» с юбилеем. Отмечают те организации, то, что создалось у нас в начале 90-х, когда были очень бурные события в республике. Мы на следующий год будем отмечать 20-летие Государственного совета, который тоже, вот уже сказали сегодня, Верховный Совет подставил плечо для того, чтобы журнал вообще увидел свет, родился. И в связи с этим у меня есть коллеги к вам, к нашим фотокорреспондентам, фотохудожникам, к редакции журнала Юрия Анатольевича, к вам. Нас очень интересует сегодня, это уже история. Государственный совет, это парламент, да, это одна из ветвей власти, но тем не менее это наша общая история нашей республики. Если у вас есть материалы, а я знаю, что они у вас есть, давайте мы сделаем какой-то такой проект, совместные выставки, чтобы отразить и историю нашего парламентаризма тоже. Еще раз поздравляю, коллеги, а теперь разрешите мне вручить награды. Государственные награды, звания заслуженных работников печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан, если бы вы мне помогли. Да. 2 государственные награды подписал президент нашей республики. Вручается ответственный секретарь редакции Жеймовой Светлане Ивановне. Нагрудные знаки и свидетельства о присвоении почетного звания «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан». Лебебе. Без нее полный журнал был бы у нас ошибок и опечаток. Друзья, кто не читал в нашем журнале ярких, сразу запоминающихся, эмоциональных. Еще у меня есть поздравление Митиля Шариповича Шайби. О, а мы думали уже дальше. Он не смог сегодня сам прийти. Самые горячие пожелания передал через меня. Позвольте, там такие добрые слова. Я с огромным удовольствием хотя бы маленький кусочек из этого послания Митиля Шариповича хочу прочитать. Он от всей души поздравляет вас со знаменательным событием и пишет так. Журнал «Казань» — это огромный мир созидательного творчества, окунувшись в который мы меняемся к лучшему, становимся светлее, мудрее и добрее. У нашего журнала замечательная миссия. Он не только рассказывает о прекрасном и вечном, но и просвещает, и воспитывает нас, прививает вкус к высокому искусству, науке, литературе, истории, укрепляя тем самым духовность нашего общества. Отрадно, что мы возрождаем памятники истории и культуры Татарстана, находимся на одной волне с журналом «Казань». Дорогого стоят такие слова из уст Митиля Шариповича. Мы благодарны коллективу журнала за внимание и поддержку в деятельности Фонда Возрождения. Спасибо вам огромное за честь быть удостоенным высшей награды редакции журнала «Казань». Это вдохновляет и дает заряд энергии на дальнейшие дела, идущие от души, для души.
Ментимир Шарипович желает всем вам здоровья, вдохновения, новых творческих удач, а журналу «Казань» – процветания и взыскательных, верных читателей. Ура! Ура! Фарид Хароловича Мухамедшина. Это благодарственное письмо председателя Государственного совета. Ну, два слова все-таки скажу, да, из текста. Журнал «Казань» – яркое и самобытное издание, находящее своих читателей далеко за пределами Татарстана. Он несет широкую просветительскую, культурно-образовательную миссию, укрепляет любовь и уважение к родной земле. Фарид Харолович желает всем новых творческих свершений, доброго здоровья и счастья и выражает искреннюю благодарность за развитие идей историко-культурного и литературно-художественного просвещения. От всей души. И искренне. Альбиночка, ты далеко? Иди сюда, пожалуйста. Альбина умудряется не только мечтать, строить проекты, но всегда их воплощает в жизнь. У Римы Атласовны сегодня есть награждение для нее, а для нас большая радость. Альбина начинала в нашем журнале, первые ее публикации состоялись у нас, а сегодня она уже главный редактор молодежного журнала Татарстана. Альбина, но ты ведь все равно публикуешься у нас? Конечно. Я обязательно буду. Большое спасибо. Я от всей души поздравляю журнал «Казань», любимый журнал. Действительно, одни из первых публикаций были на страницах этого журнала. И с тех пор мы с Юрием Анатольевичем и со всей редакцией дружим очень близко. И со всеми я очень рада быть сегодня здесь. И теперь уже и от имени журнала «Идель» поздравляю наших коллег не только как автор, но и как коллега. И чему я очень рада и счастлива. Спасибо, спасибо, Альбина. Спасибо огромное. Это просто ему прилагается огромное уважение журналистского сообщества. И у меня есть еще один диплом Сергею Павловичу Саначину, корреспонденту корреспонденту журнала «Казань». Автору журнала «Казань», автору, одному из любимых авторов журнала «Казань». Аплодисменты нашим авторам. Рима Атласовна. И у меня еще есть наш традиционный подарок от Союза журналистов Юрия Анатольевича. Мы всегда дарим на юбилей каждой редакции чайный сервиз, чтобы у вас Мы знаем вас как знаменитого горнолыжника в нашей татарстанской власти. Это правда? знаменитого нет, но горнолыжника. Горнолыжник есть. Рима Атласовна, а вы помните кинотеатры нашей молодости? Серенаду солнечной долины, великолепный горнолыжный курорт, лыжи и музыка счастья и любви. Оркестр дарит вам сегодня эту музыку, станцуем? Она танцевальная. Прошу, маэстро.
Спасибо всем, кто танцевал. Уважаемые друзья, мы приглашаем к микрофону министра культуры Республики Татарстан Айрата Минимуловича Сибагатуллина. Хайырлы кеш, құрметті ветерандар, құрметті журналистлар, һәм қонақтар. Добрый вечер. Уважаемые журналисты, уважаемые сотрудники журнала «Казань», ветераны журнала «Казань». Вы знаете, вот сегодняшний день для меня начался приход сюда с фотовыставки. Я посмотрел фотографии, рейтинги фотографии, сегодняшние, вчерашние. Ну, такая история богатая, вообще фото. И не только фото. Сегодня я третий раз здесь услышал, или счеты уже, о том, что в этой редакции нет случайных людей. Меня это радует. И я с этим согласен, потому что наше сотрудничество с журналом «Казань» идет уже давно. Еще работаю на телевидении, Лилия Михайловна меня познакомила, сотрудник журнала «Казань». Я тоже его знаю давно. Я просто вас поздравляю, потому что идет прекрасный такой домашний редакционный вечер с юбилеем вас. Журнал «Казань» для меня, прежде всего, это статьи, научные статьи о культуре. Журнал «Казань» для меня это журнал для людей, которые ценят все вокруг. Историческое, культурное наследие. Журнал «Казань» для меня это, я бы сказал, мои друзья, потому что я многое познаю, беря в руку этот журнал. Я вас, на самом деле, вот от всей души поздравляю с этим днем, с 20-летием. В журнале «Казань» работают профессионалы, чтобы профессионализм ваш не уходил, а возрастал. Успехов, удачи, благополучия вам всем. Спасибо большое. Спасибо. Также опять пришел с награждением вручить. Ведомственная награда. Нагрудный знак за достижение в культуре вручается члену редколлегии журнала, почетному члену Золотого фонда российской прессы Марине Алексеевне Подольской. Марина Алексеевна, автор сценария сегодняшнего праздника. Аплодисменты. Марина Алексеевна, поздравляем вас с наградой. Также почетная грамота Министерства культуры вручается редактору отдела журнала Айсулу Мирхановой. Почетная грамота Министерства культуры вручается фотокорреспонденту Гульнаре Рафалевне Саеевой. Дорогие друзья, слово предоставляется руководству ООО «Татмедиа», генеральному директору Фариту Ильдусовичу Шагиахметову. Добрый вечер, уважаемые друзья журнала «Казань». Очень символично, что юбилейное мероприятие проходит в городской ратуше. Все мы знаем, как преобразилась наша Казань, столица нашей республики, сколько появилось новых объектов спортивных, торговых центров, развязок.
всегда говорим о том, что Казань становится европейским городом современным. Но помимо показаний вот таких вот явных, видных новостроек, новых объектов, еще одним показателем европейского, такого, столичного, культурного города, безусловно, является наличие такого журнала, как журнал «Казань». Я об этом всегда говорю, и мне бы хотелось, чтобы в таком количестве друзей этого журнала появились еще новые друзья в лице руководства мэрии исполкома города Казани, сотрудников аппарата мэрии и исполкома города Казани, потому что они должны знать и гордиться тем, что есть такой журнал с таким прекрасным названием, который является тезкой столицы нашей прекрасной республики. Я действительно очень хочу, и Юрий Анатольевич как раз говорил, надо сделать эту презентацию, она написала в понедельнике. Хочу к Сюрайсу обратиться с такой просьбой для того, чтобы презентовать журнал, показать, что он такой есть, чтобы они тоже его любили, ценили и поддерживали. Но на самом деле было уже очень много сказано, что немногочисленная сама редакция, она объединяет вокруг себя очень много талантливых, умных, интеллигентных людей. Это и авторы, и литераторы, и поэты, и писатели, и фотографы, и художники, и краеведы, архитекторы, историки. Огромный большой пласт творческой интеллигенции имеет возможность через страницы этого журнала себя реализовать, суметь донести до жителей нашего города, до гостей нашего города те работы, которые они проводят, которые делают. Безусловно, это очень здорово, что республика поддерживает такой журнал. Действительно, не самые лучшие условия на сегодняшний день в самой редакции, не самые большие штаты, не самые большие деньги. Когда на балансовую комиссию Анатольевич приходит, я все время говорю, Юрий Анатольевич, никто не ставит перед вами задачи зарабатывать деньги, никто не ставит перед вами задачи делать монетизацию. Делайте хороший, качественный, умный журнал. Это ваша основная задача, это ваша основная миссия. И он все время так приходит и говорит, ну неужели без меня не будете деньги платить? Я говорю, нет, не буду. Делай хороший журнал. Это на самом деле так, и поддержку своей стороны, конечно, безусловно, будем делать. Юбилей на самом деле был в том году, и мы уже смогли редакцию усилить и по технике, и по транспорту, и сегодня уже проходит сами мероприятия, такое торжество, да, когда уже можно с друзьями поговорить. И я дальше обещаю, в 2015 году, несмотря на кризис, мы сделаем нормальные условия для ваших сотрудников, для наших сотрудников, сотрудников нашей редакции, сделаем обязательно ремонт на вашем этаже, для того, чтобы вы качественно сидели. Ну и всем, друзья, журнал хочу пожелать, наслаждайтесь прекрасным журналом, который есть в нашем городе. А всему коллективу, конечно, желаю дальнейших творческих успехов, благополучия и тепла в вашем городе. Спасибо. Спасибо. Авторы, коллеги редакции журнала – это большая дружная команда. Главный редактор – ее капитан. Мы приглашаем к микрофону Юрия Анатольевича Балашова. Создателя и неизменного редактора журнала «Казань». Мы не боимся этого слова, мы не боимся сказать, что этот журнал создал, провел через все трудности Юрий Балашов. Аплодируем стоя. Создатель журнала – это учредитель. Учредителями является Татмедиа у нас. А первоначально учредителем был Верховный Совет. И поддержал нас Фарид Гаруч Мухамедович. Вот кто создатель. А мы просто этому пытались помочь. Вот. И я помню, когда вышел первый номер, а это было довольно сложно сделать, Фарид Гаруч посмотрел, полистал, а где фотография президента? Я говорю, Фарид Гаруч, у нас ведь журнал Верховного Совета, президент есть там, но у нас народу, с депутатами. Но я догадываюсь, что Фарид Гаруч тогда подумал обо мне, но тем не менее он сказал, иди президенту, вручи, хотя бы в приемную оставь первый номер, пусть он знает, что вот он вышел. И как только там вышел первый, тот посетитель, который был в кабинете, Ментимер Шарипович меня принял,
полистал, очень внимательно перелистал весь журнал и не удержался, спросил, как вам это удалось. Но я ему рассказал. И Митимир Шеф сказал, ну, мне журнал нравится, давайте, я желаю вам успехов, живите, развивайтесь. И вот так мы стали не просто, не легко, но жить, и эту путевку жизни дал нам первый президент Татарстана. И мы никогда не лебезили перед властью, но тем не менее мы всегда уважали всех наших друзей, будь это так называемый простой человек или это президент Татарстана. И поэтому дипломы сегодня мы, к сожалению, не можем вручить лично, но наши высшие награды, как Митимир Шаевич справедливо заметил, журнал «Казань», мы, естественно, предусмотрели и надеемся вручить еще и Митимиру Шаевичу Шаймиеву, и Фариду Карловичу Мухаммедшину, и мэру Казани Ильсуру Ясовичу Медшину за то сотрудничество, которое уже есть, и еще больше, которое, надеюсь, будет. А еще я хотел бы сказать о том, что начинали этот журнал всего несколько человек. И вот сидят здесь члены редколлегии, которым сказать хочется огромное спасибо. Наиль Медхатович Бухарямов, Борис Дмитриевич Илюшин, ну и Владимир Минетович Бухараев. Сейчас я попрошу его выйти сюда. Володя, подойди, пожалуйста. А прежде я хочу сказать, что для меня смысл того, что мы сегодня здесь собрались, в том, чтобы поблагодарить наших друзей, наших авторов и фактически всех казанцев, которые нас поддерживают, нам помогают все эти 20 лет. А Владимир Минетович был одним из самых-самых первых людей, которых, когда журнала еще не было, и первый номер, фактически там нет почти что ни одного текста, которому не прикоснулась его рука. Не говоря о том, что были и второй, и третий, и другие еще журналы. А еще один диплом мы не можем сегодня вручить, но он у нас есть, и мы обязательно, думаю, вручим нашему общему с Володей учителю Агдасу Александровичу Бурганову, которому тоже огромное спасибо и низкий поклон и как учителю, и как человеку, который помогал формировать концепцию журнала, просто его вдохновлял. А сейчас я попрошу диплом вручить, то есть дать возможность вручить нашему члену редколлегии, нашему другу Владимиру Минетовичу Бухараеву. Журналы и наши книжки. Ядро. Следуй, пожалуйста, за мной. Спасибо, Анатолий, большое вам спасибо. В годы войны русские мигранты в Китае рвались на фронт. Распевали советские фронтовые песни. В 1943 году в Шанхае оркестр короля джаза Дальнего Востока Олега Лунстрема с успехом исполнил обработанный Лунстром для биг-бенда «Катюшу» Матвея Плантера. Элитарные залы Шанхая писсировали «Катюшу» по несколько раз за вечер. Друзья, представьте, мы с вами в Шанхае 1943 года. В звездном, недоступном никому Ballroom Majestic или Paramount, полном блистательных американских, французских, английских офицеров, банкиров, дипломатов, и звучит джазовая советская «Катюша».
которые помнят Великую Отечественную войну нашего народа. Ведь мы вступаем с вами в год 70-летия победы нашей страны, великой победы. Нет семьи, которую миновала эта чаша в 1941-1945 году. Агас Хусайнович Бурганов, наш любимец, наш отец, старший в редакции, он тоже участник Великой Отечественной войны. Он жив-здоров, он сейчас живет в Москве, иначе бы он был тут и танцевал бы сейчас в свои 94 года. Я не сомневаюсь. Мы поздравляем всех вас с этим наступающим годом. И хотим сказать, что журнал очень много публикаций посвятил этому и готовит еще совершенно уникальные новые материалы. А сейчас вернемся в Казань, в Татарстан, к нашему журналу. Одна из наших главных и любимых тем – это тема семьи, материнства, детства. То, чем богат Татарстан, уникальные традиции наших семей. Я предоставляю слово любимому нами конкурсу семей и материнства Ничкабей, который только что триумфально отпраздновал свое десятилетие. Изольда Павловна Жуйкова, директор конкурса. Мои поздравления со славным юбилеем от замечательных семей Татарстана, почитателей журнала «Казань». Люди пишут живую историю. Журнал «Казань» переносит ее на свои страницы. За бережное отношение к духовным, культурным, национальным традициям при освещении семейных историй участников конкурса «Ничкабей». И от нас маленький подарок – детская история конкурса «Ничкабей». Ансамбль «Антошки». Зеленодольский центр детского творчества. Встречайте! Я бы хотела нарисовать мечту,
татарстанских детей, понимаешь, что мы жили и делали журнал «Казань» не зря, мы все это делали для них. Журнал «Казань» славится художественным оформлением. Этим не богаты. Одно из главных достижений журнала «Казань» – это наш главный художественный редактор Григорий Единов. Друзья мои, 115 обложек журнала авторских произведений искусства графического создал Григорий Единов для нашего журнала. Браво! Многократно эти обложки занимали первое место на всероссийских конкурсах журналов. Эти конкурсы проводила большая группа у Лужкова в Москве, и было интернет-голосование. Обложки журналов выставлялись в интернете, шло голосование. Мы не знали, что было это голосование. Нам только звонили от Лужкова и говорили: ну вы крутые ребята, как это вы сумели сделать столько голосов себе? Мы получали первое место не потому, что мы делали голоса, а потому что Россия выбрала Григория Единова. Знаком отличия за безупречную службу Казани награждается главный художник журнала Григорий Львович Единов. Для награждения может быть кто-то из мэрии, они есть или нет? У Представители. нас награждает Юрий Анатольевич. Нет, знака нет или знак есть? Знак будет чуть позже, Гриш, знак штампуют. Григорий Львович главный награжден, знак будет. Друзья мои, Григорий Львович еще ведь и действующий художник-живописец, и известнейший в Казани, и в России книжный график. Сотни уникально оформленных книг – это послужной список Гриши. И гигантские выставки его авторских живописных работ. Как он все успевает, мы этого не знаем. Мало того, последние годы он преподает графику и рисунок в Суриковском училище в Казани и вырастил уже такую гвардию новых казанских графиков, что в этом году журнал уже счел возможным их работы помещать на обложке журналов. Вам пришли в этом году журналы с обложками учеников Григория Единова. А сейчас мы просим выйти сюда представителей Союза художников Махмуда Вагапова. Махмуд, ты где? Давай. Ну, сейчас все выйдут. Иди, объявляй, кто вышел. Ну, мы знаем, а как же. Гриш, ну выйди сам-то сюда. Ну ты чего, постой перед всеми. Награда на подходе. Как раз мы сейчас хотим подарить Юрию Анатольевичу Балашову оригинал обложки в исполнении наших студентов Светланы Кьянов, у которой педагогом является Григорий Львович Единов. Это подарок от филиала, оригинал обложки, журнал «Казань». Работа называется «Пристань» из серии «Старые Казань». Браво! Браво! Конечно, да. Кстати, так, покажи. Гриш, возьми работу. Махмуд, возьми работу, сфотографируйтесь втроем. Друзья мои, вот вам ожившая страница журнала «Казань», ожившая обложка журнала «Казань». Наверное, одна из самых благородных миссий журнала «Казань» – это не только просветительская, но и образовательная. Многим художникам, молодым художникам были открыты двери через журнал «Казань». Конечно, мы, художники, наверное, самые в этом смысле не обделенные, а поощряемые, потому что наши произведения остаются в веках только потому, что их печатает журнал «Казань». Но еще следующее, что образовательная миссия журнала «Казань» еще, наверное, более
востребована, поскольку журнал «Казань» дает возможность открывать новые имена в искусстве. И наш педагог Григорий Львович Эдинов, доцент филиала, в этом принимает огромное участие. Я хочу ему тоже преподнести знак благодарности от нашего филиала за внесение огромного вклада в деле художественного образования России и Татарстана. Григорий Львович. Но ему, художнику, это пригодится, это материалы художественные, чтобы также у него не иссякала энергия и в художественном творчестве. Поздравляю вас. Виктор Петрович Ашимов, председатель Союза художников России в Республике Татарстан. Сегодня большой праздник не только журнала «Казань», праздник не только города Казани, праздник в республике, и я должен сказать абсолютно правду, праздники Российской Федерации. Ну, можно замахнуться побольше. В международном масштабе. Почему? Если кто путешествует, вы знаете, какая бывает приятная неожиданность, где-нибудь в Югославии или в Финляндии, раз и журнал «Казань» мы видим в руках читателя. И вдруг там смотришь произведения наших художников. Для нас, для художников, сегодня большой праздник. Почему? Потому что журнал «Казань» – это наш лучший выставочный зал. Самый большой, самый посещаемый. И те произведения, которые публикуются в журнале «Казань», становятся, вот видите, 20 лет прошло. Эти художники, которые публиковались, уже становятся классиками нашего изобразительного искусства. И сегодня большая заслуга журнала публикуется творческая молодежь, произведения молодых художников, которые также через 20 лет также станут классиками нашего изобразительного искусства. Поэтому Союз художников России в Республике Татарстан, наше правление, в котором председателем графической секции является Григорий Львович Эдинов. Видите, везде успевает, оказывается. И в нашем руководстве руководит графической секции. Мы сердечно благодарны редакции и хотим свою благодарность также запечатлеть, чтобы в редакции постоянно наша благодарность, наши искренние чувства были у всех на виду. Мы благодарим коллектив редакции журнала «Казань» за вклад в развитие изобразительного искусства Республики Татарстан. Спасибо всем, кто создает прекрасный журнал. Позвольте я от имени частного художника Гришу, не Григория Львовича, а Гришу, потому что я его очень мало знаю. Всего 45 лет. Гриша, здоровья тебе, счастья и творческих успехов. Большое спасибо. Друзья, вы же слышали цифры. Сколько художников впервые появились на страницах нашего журнала и смогли опубликовать свои работы. Их увидел мир. Для художников это большая радость. Мы продолжаем наш концерт. Наш вечер, наверное. Да. Дорогие друзья, Татарстану на много лет повезло с главным прокурором. Это высокий профессионал, отважный рыцарь правового общества Кафиль Фахразевич Амиров, еще и невероятный фотограф, автор чудесных книг о Казани и один из тех, кто участвовал в создании журнала «Казань». Кафиль Фахразевич, рахимитегез. Аплодисменты. Можно я, прежде чем Кафиль Фахразевичу, мы сможем вручить нашу высшую награду за особый вклад в создание и развитие журнала «Казань», такой же, как Митимиру Шаевичу Шаймиеву и Володе Бухараеву, Владимиру Миневичу, скажу еще два слова. Это
Кафиль Фабразевич наш давний, искренний, добрый друг. И он из тех как раз людей, которые именно начинал журнал «Казань», когда его еще не было на свете. И я просил, когда вот 10 лет назад и в разное время, я говорю, ну можно попросить вас войти в попечительский совет, какой-то там, еще какой-то орган. Но Кафиль Фабразевич сказал, что я прокурор, я же должен быть над схваткой. Вот, но мы всегда знали, что если мы соблюдаем закон, то мы под надежной защитой закона. Уважаемые друзья, открывая наш вечер, ведущая Марина сказала, что мы находимся в прекрасном зале, и который помнит голоса известных людей. Она их назвала. Но, естественно, она всех перечислить не могла. И вот я хочу напомнить, что в начале 50-х годов в этом зале выступал знаменитый бас Большого театра Михайлов. Михайлов, напомню вам, и вы знаете, это бывший участник хора нашего Воскресенского собора. И когда собор разломали, он увидел в газете объявление, что Большой театр набирает басы, и участвовал в конкурсе и победил. Стал знаменитым актером, народным артистом СССР и так далее. И вот в начале 50-х годов он приехал. С большим успехом гастролировал здесь, вот в этом зале выступал, и вот, скорее всего, в этом кабинете он приготовился к очередному выступлению. В это время к нему в зал заходит администратор и говорит: вы знаете, там какая-то монахиня к вам просится. Он говорит: какая монахиня? Ну, не знаю, говорит, пустите, иначе вы совершите большой грех. Пустите. Пропустили. Заходит такая сгорбленная старушка в монашеской одежде, бросилась к Михаилу, стала целовать ему тыльную сторону руки, ладони, и говорит: Дармидонтушка, вот я все молила Бога, чтобы еще раз тебя увидеть, а потом можно и все отправиться. Значит, он, да, там же люди сидят, да, а сам подмигивает: я не помню, что это за монашка. Значит, и она говорит: Дармидонтушка, помнишь ли, как мы озорничали? Я вот была монахиней женского монастыря, ты вот пел в этом хоре. Да, помню. Ну вот, спасибо. Всевышний услышал мои молитвы, дал возможность с тобой встретиться. Теперь можно спокойно умереть. И старушка ушла. Только за ней закрылась дверь. Михаил говорит: вот видите, какой я был в Казани знаменитым. Все монашки до сих пор меня помнят. Вот такой был интересный случай. А что касается нашего журнала, то Юра нисколько не преувеличил. Я стоял у истоков, и когда готовили первый пилотный номер, он обратился ко мне, что разгул организованной преступности, давайте сделаем круглый стол, пригласим практиков, ученых и дадим материал вот в пилотный номер. Такой круглый стол состоялся у меня в кабинете, очень удачно. Значит, Юра расшифровал, и в первом номере появилась статья. Наши фотографии там были участников. Через некоторое время заместитель министра юстиции республики мне звонит и говорит: ты не читал книгу «Бандитская Россия»? Я говорю: нет. Слушай, там тебя критикуют. Я говорю: за что? Ну, говорят, что ты спасовал перед, бандитской идеологией. А суть была в чем? Когда стали готовить этот круглый стол, я думаю, ну я же должен выглядеть соответственно умным. Значит, взял толстенную монографию по организованной преступности и вдруг увидел там мысль, что организованная преступность на каком-то уровне своего развития в городах устанавливает порядок, чтобы разное шпанье там не бегало и так далее, было более-менее спокойно, потому что они ворочают уже большими, как говорится, делами. Ну и я своим простым, так, на простом языке вот эту мысль озвучил. И авторы этой монографии, два ленинградских журналиста, напечатали мою фамилию, что вот заместитель прокурора Республики Татарстан, значит, говорит, что организованная преступность на каком-то этапе начинает наводить порядок и так далее, безобразие, что это он там себе позволяет. Ну, я стал искать эту книгу в Казани, нигде не нашел. Летом мы с семьей на теплоходе пошли и в Астрахани перед Кремлем, там на площади, на книжный развал.
И вот я иду, и вдруг вижу, лежит эта книга. Я ее взял и примерно так сориентировался, где обо мне может быть написано. Читаю, действительно так. Рядом стоит моя супруга, а за мной наблюдает продавец. Значит, от нечего делать, скорее всего. И я говорю, подойди, пожалуйста, здесь написано обо мне. Вы бы видели, какие глаза у этого продавца стали. В книге «Бандитская Россия» описан человек, который держит эту книгу. Она подошла, посмотрела, значит, да. Я говорю, сколько стоит? Он сказал, ну, вам я за 70 дам. Значит, я взял, значит, эту книгу, и мы с ней пошли. Через некоторое время я оглянулся, он своему соседу рассказывает что-то и показывает пальцем в мою сторону. Смотри, вот книгу у меня купил один из бандитов, которые описаны в этой книге. Так что нас читали и в Ленинграде. Спасибо. Конечно же, вам вручается диплом от редакции журнала «Казань». Вручает его главный редактор журнала Юрий Балашов. Друзья, Казань – удивительный город. Это ведь не просто город, это архитектурное сокровище. И наш журнал все свои годы прославляет, защищает, умножает это сокровище. Боролся за каждый дом, за каждый камень на мостовой, помнившую подошву Тука и Исхаки, Шаляпина и Горького. В этой работе мы были едины с истинными казанцами, с теми, для кого судьба города неразделима собственной судьбой. Мы приглашаем к микрофону авторов, друзей нашего журнала, Олесю Балтусову, Фариду Забирову, Сергея Саначина, Ирину Аксенову. Дипломом журнала «Казань» награждаются. Награждение производит главный художник Григорий Эдинов. Гриша, отодвинь картину. Он охраняет картину своих учеников, не шевелится. Дипломами журнала «Казань» награждаются Олеся Александровна Болтусова, советник президента Республики Татарстан. Она ушла только что. Она придет. Фарида Мухаммедовна Забирова, архитектор, заместитель председателя Татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников искусства, культуры, наш друг, эксперт и автор. Сергей Павлович Саначин. Архитектор, краевед, интереснейший наш автор. Ирина Александровна Аксенова. Ушла? Ее вызвали. Без архитекторов не могут жить. Хорошо, хорошо, дорогие архитекторы. Слово обществу охраны памятников Татарстана. Я хочу от всей души поздравить и вручить эту грамоту Юрию Анатольевичу от имени Всероссийского общества охраны памятников. Это от нашего Центрального совета ВАПИК. Вот такая винтажная очень грамота, еще по-старому так сделана. Я знаю, что ты ценишь такие вещи. И вот я хочу от всей души поздравить общества охраны памятников.
выходит. В последнее время ему некогда. Но мы все работаем, и, слава Богу, наша татарская слобода сейчас поднимает голову, и в этом есть как раз и вклад, и участие журнала «Казань». Спасибо большое. Друзья мои, в архитектуре, как и в музыке, в живописи, в жизни важен ритм. В казанской архитектуре какой главный ритм? Это у нас свинг, мы все свингуем, но у нас еще стиль есть фьюжн. Хорошо. Анатолий Александрович, свинг подарите? Что дарите свинговое сегодня нам? Знаменитая чаттанога Чучу из кинофильма «Серенада солнечной долины». Ура! Журнала «Казань». Только настоящие мужчины носят перед собой на танец такие большие трубы. Друзья мои, долгий земной путь – это и обретение, это и потери. Сегодня мы с благодарностью за земную встречу, за счастье сотворчества, за талант вспоминаем наших ушедших друзей. За 20 лет их было много, и лучшая память им сегодня – это страницы нашего журнала с их публикациями, которые находятся на вечном хранении и которые прочтут после нас и после них еще очень и очень многие. Многонациональный Татарстан показал всему миру, как на одной земле не просто живут многие народы, а живут дружно, одной семьей, обогащая культуры и генетику друг друга.
История, культура, религии, традиции русских, татар, чуваш, марийцев, немцев, евреев, украинцев и сотен других народов на земле Татарстана – это важнейшая тема журнала «Казань». Тысячи публикаций в журнале о наших знаменитых, всегда переполненных русских, татарских театрах, в которых аншлаг и билеты проданы за 2-3 месяца вперед. Это наши публикации на религиозные темы, наши книги о Булгаре, Раифе, Свияжске. Только что в издательстве журнала вышла юбилейная книга о главном режиссере Синчуринского театра. Редактор журнала «Казань» удостоен Всероссийской премии за пропаганду татарского театрального искусства. Друзья мои, мы приглашаем сейчас наших верных друзей Ильтани Исхаку Ильялову и научного сотрудника Национального культурного центра «Казань» Розалину Гумеровну Шагееву. Дипломами журнала их награждают художественный редактор Светлана Жеймова, ученица по театральному училищу. Да, диплом, пожалуйста. Итак, диплом вручается Ильтани Исхаковне. Как вам такая ученица? Замечательно просто. Я рада, у меня много учениц, не только учениц, но и учеников, они народные, перенародные. Это, конечно, гордость. Но журнал «Казань» больше никто не умеет делать, кроме нашей Светы. Это бесспорно. Награждение происходит ученица. Диплом Розалины Гумеровны Шагеевой. Она где? Ее нет. Диплом отнесем домой. Друзья мои, в память о наших ушедших друзьях мы долго выбирали музыку. И было желание спеть какой-то такой траурный канон. А потом мы поняли, что это должна быть светлая музыка. Потому что на страницах нашего журнала наши друзья остались с их улыбками, с их мечтами, с их чудесным творчеством и с их взглядом в будущее. Поет хор, академический хор Республики Татарстан Александра Пахмутова, стихи Добронравова. Все
в одной тональности, в одном общем хоре. И он могучий и созидательный. Культура татарского народа – яркая частичка духовных ценностей всех народов земли. Звучит старинная татарская песня о любви и христианский гимн XVIII века Джона Ньютона «Amazing Grace» «О благодать». Нам дарят эту удивительную импровизацию хор под руководством Милюши Таментаровой. Thank you.
публикаций. Мы же вам обещали, что будут выступать ожившие страницы журнала «Казань». Спасибо, дорогие. Журнал «Казань» 20 лет творчески сотрудничает с большими и малыми казанскими и татарстанскими музеями. Один из таких музеев, конечно же, это Национальный музей изобразительных искусств, музей-заповедник Казанский Кремль. Руководитель сегодня с нами в зале. Друзья мои, но мы работаем с самыми маленькими, где-то в небольших селах, музеями, где хранятся такие искорки нашей истории. Это фантастика. Все они открывают нам свои двери, и в результате то, что хранят музеи, приходит в дома наших читателей. Это большое счастье. А в школах республики потом по нашим журналам проводят уроки истории, краеведения, культурологии. Дипломом редакции награждается легендарный организатор музейного дела в республике. Это директор Музея истории Казанского университета, любимца Казани Стелла Владимировна Писарева. Диплом вручает главный редактор журнала Юрий Анатольевич Балашов и оператор компьютерной вертки Алина Ермолаева. Два слова скажете на историю? Уважаемый, дорогой Юрий Анатольевич, уважаемые члены коллегии, сотрудники редакции, примите наши самые горячие, теплые поздравления, восхищение вашим самоотверженным творчеством, вашим замечательным вкусом, профессионализмом и, конечно, благодарность за внимание к истории нашего родного Казанского университета. Мы желаем всем вам здоровья, а журналу долгих лет, долголетия и процветания. Спасибо. И я передаю микрофон высочайшей Сузанне Назиповой, генеральный директор Национального музея Республики Татарстан. Глубоко уважаемый Юрий Анатольевич, наши коллеги, все те, кто работает в редакции журнала «Казань». У меня миссия более чем у генерального директора Национального музея. Я хотела бы вручить нашу грамоту Ассоциации музеев Татарстана, поскольку вся республика любит журнал, читает, и действительно это настольная книга многих-многих из нас. Нашему музею национальному на следующий год будет 120 лет. И журнал «Казань» находился у истоков празднования столетия нашего музея. И, наверное, первый тематический номер, может быть первый, один из первых, не могу точно сказать, был посвящен полностью нашему музею. И этот номер всегда у меня на столе. Это действительно кладезь знаний, кладезь таланта, художественного слова, высокопрофессиональный коллектив. И при этом остающийся совершенно богемным. Вот я сейчас на этом юбилее уже больше 2 часов совершенно этого не ощущаю. Действительно, это праздник. Большое вам спасибо за этот праздник, за этот ваш юбилей и многих вам лет. Самое главное, чтобы мы были вместе. Большое спасибо. Да, буквально. Сейчас скажите громко. Кроме подарка этой картины, которую мы преподнесли, изображающей Казанский университет, правда, тут еще государственный, написано федеральный. И символика нашего подарка. Где Гриша? Григорий, где? Да. И Юрию Анатольевичу, возьми у меня тоже такой подарок. Вы посмотрите,
Такое, но с изображением Казанского университета. С бриллиантами или платина? Серебро сказали, тоже нормально, цены растут на бирже. Будете говорить? Да, конечно. Юрий Анатольевич, от имени Музея Горького, который много лет с вами сотрудничает, мы выражаем огромную благодарность и поздравляем вас, потому что вы действительно команда профессионалов, и с вами очень приятно работать. Большое спасибо и всего самого хорошего. Приятно получать подарки. А сейчас еще один прекрасный подарок вам дарит оркестр и любимый Казани певец, но и любимый автор нашего журнала Эдуард Трескин. Прежде чем мы исполним эту песню, я хочу сказать небольшую историю. Перед самым началом сегодняшнего мероприятия Эдуард Трескин подошел к нам и сказал, что я бы хотел с вами что-нибудь спеть. И мы так вот, что у нас с собой было, быстро приготовили с одной репетиции знаменитую песню Джеральда Маркса, не путайте с Карлом, пожалуйста, которая называется «All of Me». То есть это с одной репетиции. All of me. Всего меня. Сейчас сказал мой голос. Здесь люди говорят импровизировано, и не импровизировано, но всякая импровизация, как сегодня, она все-таки подготовленная импровизация. Я скажу, был мой голос, а сейчас скажу я, к юбилею журнала «Казань». Только что написано. Журнал «Казань». Большой Казан культурный, где все кипит от сердца до ума, где свищет соловей литературный, где из истории жизней чьих-то бурных готовится история сама,
Далекие историки, потомки, забудьте про архивы. Там потемки, одна бюрократическая пыль. Лишь древо жизни вечно зеленеет. Журнал «Казань» хранит его, лелеет и дарит вам о предках ваших пыль. Браво! Очень много мы публикуем о музыкантах материалов, но вот о музыке ведь, о балете, о музыке трудно публиковать, что-то рассказать. Музыку нужно слушать. Мы сейчас приглашаем сюда одного из друзей журнала «Казань», композитора Светлану Зарюкову. Она автор 3 песен о журнале на слова Альбины Абсалямовой. Сегодня в фойе, в зале тут звучали эти песни. Одна из них по праву называется гимном журнала «Казань». 4-я песня прозвучит в финале. Светлана, мы очень благодарны тебе, потому что ты, ну как бы наши тексты кладешь на музыку. И оказывается, что мы еще и музыкальны. Юрий Анатольевич, вручайте диплом. Светочка, сюда, сюда, сюда. Такой красавец, маме, такой замечательной девочке, хотя я говорил, он слышит, но не слышит, зато уже песни Светланы Зарюковой. Одна из них уже звучит давно у нас как гимн, а вот сегодня мы рады поблагодарить Свету и Светлану Зарюкову за наше сотрудничество и вручить ей наш диплом, тоже как высшую нашу награду. Свет, спасибо. Мы будем много писать, и мы хотим, чтобы все это пели, чтобы наш журнал не читали, а пели. Ура! Спасибо. Подарок от Светланы вас ждет через несколько минут. Друзья, в каждом большом издательстве есть свои бренды. Но не каждый большой журнал похвастается тем, что на его тексты поставлен большой настоящий художественный фильм. Когда-то Светлана Колина много лет назад пришла к нам в журнал со своими буртасскими россказнями. И они нас просто на лопатки свалили. Светлана стала нашим любимым автором. И на эти чудные, кристальные, просто филигранные российские тексты срезонировали нормальные люди. И был поставлен, вы знаете, режиссером Свинцовым был поставлен чудесный большой игровой фильм «Голубка». Он снимался на острове Градис-Свияжск. Скоро, Бог даст, на острове Градис-Свияжск появится музей-галерея Геннадия Архиреева. Вы знаете, что он родился в концлагере на этом острове. И дай Бог, чтобы так было. А мы ждем Светлану. Она, Светлана Колина, только что из Буртас. Светлана, пожалуйста, микрофон. Ну, в общем, вот одна из моих буртасских героинь попросила меня передать вам всем сегодня дословно. Журнал «Казань» очень хороший, но хотя толстый. Вот надо же Петька его дочитывать. И даже школьники, которые вовсе не все учебники прочитывают, все равно я вот журнал-то читаю. Ну, правда, вот первый-то год на всю библиотеку один журнал. До нас, до старух, то очередь не доходил. Ну, мы сами написаны теперь чем. И все знал. А ведь как интересно про себя это читать. Да не только про себя, еще и про знакомых, чего они не скажут. А все уже написано. И это замечательно. Ну вот еще что хочу сказать-то я. В общем, вот я так думаю, ежели бы у Киева и у Львова был бы такой журнал, как вот наш Казань-то, так они бы чай
вместо героев-то не ставили, но карателей-то этих вот, да. Ну, я так думаю, они тоже померзнут, поумнеют. А еще я что хочу сказать, какой ведь вот наш журнал, мы его все вот любим, читаем, какое это же обширно, какое зеркало. Даже мы там виднеемся, да, ну что 70 километров от Казани-то. Но что интересно, я вот, когда приезжаю погостить в Казань, я вот казанцев от мигрантов отличаю сразу. Я спрашиваю первого, ты на журнал подписанный на Казань-то? Нету, а ну так мигрант, значит, что говорить-то? Да, вот. И значит, вот, конечно, если ты уж казанский, так знай все про свой город-то. Ведь вот те же вот эти самые украинцы, ежели у них был такой журнал, они не то что за 25 лет, а и вглубь веков бы знали всю правду про свою историю. И вот так вот не безобразничать бы до нельзя-то. Ну, опять же думаю, померзнут, поумнеют. А вот еще я что хочу сказать напоследок. Вот. Низкий поклон всем авторам вашего, нашего журнала. Ведь бесплатно пишут, а как хорошо. Не начитаешься ведь. И низкий поклон всем подвижникам, которые не дают пропасть журналу нашему. Всем большое спасибо. Ну вот. А невозможно лично от себя могу присоединиться к бабке Насте и могу еще сказать, за что я больше всего люблю наш журнал, это за искусство. Нигде больше нет столько искусства. А ведь без искусства душа-то сохнет, чахнет, плесневеет, пропадает. Поэтому я желаю нашему журналу, всем новым авторам и старым авторам цвести и процветать. Журнал «Казань» опубликовал 23 тысячи авторских фотографий и ни одной перепечатки. 350 фотоциклов известных фотографов. Десятки отчетов с крупных фотовыставок. В нашем городе это сделать легко, потому что история казанской фотографии с 1850 года растет и крепнет. Да, чего стоит только фотографии старинной Казани Арнольда Брейнинга. Я много читал в нашем журнале об этой чудесной казанской немецкой семьи. Друзья, вы видели сегодня на фотовыставке фотографии Арнольда Брейнинга. Они стали давно фотографическим символом нашего города. И как приятно было встретиться с хранителями этого фотоархива, внучкой автора фотографий, музыкантом и педагогом Татьяной Арнольдовной Брейнинг. Мы ей предоставляем сейчас слово. Татьяна Арнольдовна. Просим вас. В Казани Брейнинги теперь везде. На чашках, кружках, футболках. Но не может Казань жить без вашего достояния. Мне очень радостно присутствовать сегодня на таком замечательном празднике, на юбилее любимого журнала «Казань». И мне очень приятно осознавать, что имя моего деда Арнольда Ивановича Брейнинга помнят в Казани, помнят в городе. Но это в том числе и благодаря публикациям журнала «Казань». Я очень благодарна за прекрасную выставку, фотовыставку, где очень много фотографий деда, его работ представлены сегодня здесь, в ратуше. И так много было сегодня сказано замечательных слов. Я тоже присоединяюсь, поздравляю, Юрий Анатольевич, и всех ваших коллег поздравляю. Желаю вам здоровья, успехов, процветания и, как всегда, быть в центре круговорота жизненных событий нашей республики. Я еще должна выполнить миссию. Мне поручили поздравить журнал, поздравить его от музыкальной общественности Казани, от музыкантов Казани. И прежде всего вручить подарок от консерватории и передать поздравления от ректора Рубена Кабировича Абдулина. Спасибо вам.
что вы у нас есть. Мы вас любим, ценим, успехов. Друзья, журнал «Казань» выпустил 2 тематических номера, посвященных Казанской консерватории. По сути, это такая уникальная, уже давно написанная и всеми прочитанная история. А вот наш последний номер посвящен юбилею знаменитой казанской фотогруппы «Тасма». Это действительно мастерский фотоальбом. Я называю наших тасмовцев передвижниками, художниками, передвижниками фотографии. Потому что так честно, так красиво, пронзительно показать нашу жизнь фотографией могли только люди, обладающие действительно традицией художников-передвижников России. Давайте позовем всех наших фотографов к микрофону сюда на сцену. То ведь наши фотографы, они всегда за кадром. Уважаемые фотографы, пожалуйста. Друзья, поаплодируем всех наших фотографов. Кто будет представлять наших фотографов, молодых, начинающих, знаменитейших? Валера, ты чего же сидишь там, прячешься, как будто фотокамеру в руках не держал? Пушков, Руслан. Друзья, перед вами знаменитые фотоохотники Казани, без которых не было бы такого журнала «Казань» никогда. Володь, представь всех. Только быстро. Быстро. Руслан Пушков. Георгий Козлов. Ренат Сади. Юрий Филиппов. Валерий Михайлов. Видите, как все быстро. Юрий Анатольевич, хочу снять шляпу и от имени всех фотографов поблагодарить лично тебя и весь коллектив журнала только за то, что ты в свое время дал нам крышу. Вот когда мы собрались в такой коллектив, то нам негде было собираться, и мы нашли приют у тебя, в твоей редакции. Большой низкий поклон, большое спасибо, и надеемся на дальнейшую плодотворную дружбу. В России, который с большим уважением относится к творчеству фотографа, с большим. Ни один снимок, за исключением просто случайности, не остается без подписи автора. Чем очень плохо, в чем плохо очень ведут многие себя журналы, в которых не найдешь этой подписи. И за это уважение к нам, тебе тоже, Юрий, большое тебе спасибо. Не знаю, это как бы звучит грустно или не грустно. Вчера вот многие, наверное, прочитали или услышали, что закрылся журнал, который не успел существовать, так сказать, и даже год. И я поймался на этом таком удивительном сравнении. В этот журнал было вложено порядка 10 миллионов, но он скончался скоропостижно. А вот журнал «Казань», насколько я понимаю, не было вложено таких огромных денег, но журнал живет 20 лет, потому что у него не 10 миллионов, а огромное количество друзей настоящих, которые этот журнал держат и будут держать. Последние фотографии из журнала я выражу одним моментом. Юрий Анатольевич под влиянием или фотографа, или сам при нашей консультации купил себе фотоаппарат и снимает. Я просто боюсь, что он с нами скоро начнет конкурировать, это раз. Но чтобы его мастерство росло, я
Подарю ему книгу «Полный курс фотографии», Юрий Анатольевич, чтобы дальше фотография также продолжала жить и расцветать. Друзья, наш праздник подходит к концу. И, как положено, в конце концов, гостей ждет последний, самый главный сюрприз. Дорогие друзья, сегодня впервые прозвучит написанная к этому дню песня журнала «Казань». Слова Марины Подольской, музыка Светланы Зарюковой. Исполняет заслуженный артист Татарстана Рустам Асаев. Песню просьба всех поддерживать певца своими эмоциями.